Adunay Discussion Club организован абхазским землячеством МГИМО и представляет собой открытую площадку, где студенты имеют возможность напрямую пообщаться с известными политическими и общественными деятелями, а также со специалистами в различных сферах. Лингвист, преподаватель, синхронный переводчик, ведущий образовательной программы «Полиглот» на телеканале «Культура» Дмитрий Петров – автор уникальной психолингвистической методики, благодаря которой можно освоить практически любой язык в кратчайшие сроки. В ходе дискуссии абхазских студентов крайне интересовал вопрос о возможных способах популяризации нашего языка и его более широкого применения. К сожалению, в настоящее время на абхазском языке говорят все меньше и меньше людей, и свой отпечаток на это наложили определенные исторические факторы. Это и насильственное переселение абхазского народа в XIX веке, также программа ассимиляции, которая проводилась в советский период. Таким образом, проблема сохранения абхазского языка является крайне актуальной для нашей республики. Дмитрий Юрьевич, мы понимаем, что данную проблему невозможно решить одномоментно. В каких конкретно сферах в первую очередь необходимо использовать абхазский язык, чтобы не переступить черту полного растворения абхазского языка? Как отметил Дмитрий Петров, отвечая на вопросы студентов, чтобы возродить или сохранить язык, нужно особое внимание уделять средствам массовой информации, создавать телевизионные каналы, радиоканалы, газеты, интернет-издания. Основываясь на исследованиях, в которых он принимал участие, Петров утверждает, что 95% контента в СМИ на малых языках – это переводные тексты. Что касается таких языков, как абхазский, количество говорящих, на котором не очень велико, то, естественно, очень деликатно и очень правильно, очень аккуратно надо подходить к тому, какие меры можно принимать, а какие не надо принимать, для того, чтобы этот язык сохранить и передать его последующим поколениям. Также Петров отметил, что необходимо создать доступный информационный ресурс. Это не просто какие-либо сайты или книги. Прежде всего, это доступность к востребованной информации о языке. Дмитрий Петров говорит, что необходимо сделать язык обязательным предметом в школе, но и этого недостаточно. Мотивация и методика – вот два самых важных момента, по мнению лингвиста. Среди гостей встречи были и представители Государственного комитета по языковой политике Абхазии. После дискуссии со студентами представители Госкомитета провели отдельную беседу с Дмитрием Петровым о возможных совместных проектах по изучению абхазского языка с использованием уникальной методики лингвиста. Дмитрий Петров выразил готовность сотрудничать. Автор программы Дмитрий Петров давно нас интересовал. Почему? Потому что у нас еще не созданы условия для быстрого изучения языка, к сожалению. И, конечно же, мы сразу отозвались на их приглашение, за что мы очень благодарны вот этому абхазскому землячеству МГИМО. Отдельно с ним встретились и поговорили о возможных совместных проектах. И что очень приятно отметить, он выразил свою готовность сотрудничать с нами. Важность сохранения языка – это не просто метафора, это то, что реально делает богаче наше мировосприятие. Наала Ковеса, Ида Гухава, Абхазское телевидение.